если они нужны, то чудеса находятся. То есть вот такой монастырь был основан. Основателем монастыря Монсеррата был аббат из монастыря в Риполе. Риполь на самом деле сейчас это небольшой музей романский. Когда-то это был огромный культурный и религиозный центр. В Риполе арабы не были никогда, то есть они там прошли по ущельям, а Риполь в горах, наверху, поэтому, так сказать, арабы обошли это место практически, поэтому там никогда не прерывалась христианская традиция. В Риполе была очень важная, так скажем, школа, где переписывали и иллюстрировали Библии, там тоже была музыкальная школа. Вот оттуда и идет, так сказать, истоки монастыря Монсеррата. То есть аббат, кстати, он был аббат монастыря в Риполе, аббат Алиба, он имел отношение тоже к правящей династии. Вот он и является основателем монастыря Монсеррат. Когда он его основал, сначала Монсеррат зависел от монастыря в Риполе, то есть он был таким небольшим, как бы дочерним монастырем. Потом потихонечку добивается он своей, так сказать, независимости, монахов становится больше, он начинает активно развиваться, и там открывается музыкальная школа. Там одна из старейших в Европе музыкальных школ, в которой учатся мальчики, судьба которых потом в будущем или стать классическим музыкантом, или, может быть, монахом монастыря. Вот. Но вы, наверное, слышали, что там бывает хор мальчиков, которые в обычный период времени, они поют в середине дня, участвуют в мессах, но они нормальные школьники, то есть это нормальная школа-интернат, и сейчас у нормальных школьников еще продолжаются каникулы. Поэтому навряд ли мы сейчас с вами увидим школьников на месте. Почему? Потому что в Каталонии школы начинаются с середины сентября, где-то после второй недели сентября начнутся. Поэтому сейчас еще первая неделя сентября, они пока у себя в семьях. Может, кто-то уже вернулся, но занятий пока нет, то есть у них пока нет такой организованной, да, школьной жизни. Поэтому навряд ли мы с вами можем увидеть этот хор, его сейчас не будет. Дальше, когда вот эта школа была основана, потом, когда Каталония объединилась с Испанией, это происходит после брака католических королей, вот, ненадолго Монсеррат был присоединен к крупному кастильскому монастырю это Вайадолид, из Вайадолида. Надо сказать, что это объединение было не очень удачным, потому что каталонские и кастильские монахи плохо друг друга понимали, и желания понимать друг друга у них тоже не было. Они, в общем-то, старались как можно быстрее разделиться. Это и произошло, и дальше монастырь начинает развиваться уже самостоятельно. И он успешно развивается вплоть до начала 19 века. К этому времени слава Девы Марии растет, потому что, так сказать, люди обращались к ней с просьбами. Так получалось, что некоторые просьбы выполнялись. Она, Дева Мария, с младенцем, держит в руках Иисуса. Поэтому очень часто приезжали женщины, молодые пары, которые хотели иметь здоровых детей, хотели иметь потомство. Вот, поэтому наследников, поэтому как бы общее такое поверье, что она помогает именно в этом женском вопросе, то есть чтобы были хорошие здоровые дети. А поэтому если после такого паломничества, которое совершали молодые женщины, рождалась в семье девочка, ее традиционно стали называть Монсеррат. Я думаю, что самую известную Монсеррат вы мне сейчас назовете, правильно?